всех участников нашей встречи. Хочу поприветствовать и сразу определить свои цели и задачи. Собственно говоря, какое мое желание сегодня к концу нашей встречи, какую цель реализовать. Итак, мне бы хотелось, меня ориентировали на то, что основная аудитория – это родители детей. Поэтому я и буду говорить в основном для родителей. Если у нас есть педагоги, очень рада их участию в нашей встрече, и информация, которую я попытаюсь дать, она будет интересна и для педагогов тоже. Итак, давайте разберемся, во-первых, с понятием задержка психического развития. Вы знаете, насколько рано этот диагноз будет выставлен ребенку, насколько будет раннее выявление такой проблемы у ребенка, насколько рано будет осуществлено психолого-педагогическое сопровождение такого ребенка, настолько будет этот ребенок успешен в жизни. Ну и вначале это в школьном обучении. Сегодня мы с вами знаем, что очень много проблемных детей приходят в школу, детей, которые с трудом осваивают образовательную программу, при этом не являясь умственно отсталыми. Эти детки, которые могут обучаться, которые могут осваивать основную образовательную программу, но в силу каких-то причин у них это не случилось. Они приходят в школу не подготовленные абсолютно ни к школьному обучению в плане организации, ни к школьному обучению в плане освоения программы. Вот давайте разберемся со словами задержка психического развития. Я хочу, уважаемые коллеги, уважаемые участники, обратить ваше внимание на фотографию вот на этого мальчишки. Обратите внимание, мы будем его вспоминать на протяжении всей встречи. Посмотрите, мало того, что лицо очень говорящее, то есть его состояние, посадили его перед учебником и тетрадью, посмотрите на руку правую, с какой силой он ее сжимает, то есть насколько вот отвращение у него к той деятельности, за которую его посадили, сформировано. Не любит он учиться. Но я думаю, что этот ребенок достаточно сохранный, и осваивать программу он способен. Ну, давайте пойдем дальше. Итак, задержка психического развития. Самое главное – это темповое отставание. Это отставание по срокам. Это отставание по эпикризным срокам. Нам надо помнить, что каждое новообразование у ребенка возникает в определенные сроки. И я не согласна с теми специалистами, которые говорят, что нет у ребенка в год 10 слов. Ну и что? У нас вот дядя Ваня, сосед по лестничной клетке, в 5 лет начал говорить. Ничего, собственно, страшного не произошло. Ну и наш ребенок начнет говорить в 5 лет. Не начнет. И для ущерба своей познавательной деятельности не будет он разговаривать в 5 лет так, как должен разговаривать нормативный ребенок. Нам очень четко надо знать, что должен уметь ребенок в определенные возрастные сроки. И если у нас с вами прописано, что в 3 месяца у ребенка должен появляться комплекс оживления, мы отслеживаем это. И если комплекс оживления в 3 месяца не появился у ребенка, мы идем к специалистам и спрашиваем, что происходит с нашим ребенком. Если у нас в год у ребенка нет 10 слов, не появилось 10 слов, мы с вами опять идем к специалистам и спрашиваем, что нам делать для того, чтобы речевое развитие вошло в норму. При этом очень часто родители, когда слышат задержку психического развития, настолько пугаются, что вообще не обращаются ни к каким специалистам. Все пройдет само собой. Еще раз я хочу сказать, что не пройдет. Надо обязательно идти к неврологам, психотерапевтам, к логопедам, дефектологам, которые бы помогли вашему ребенку, и потом ребенок бы не испытывал серьезных трудностей во время школьного обучения. Бояться, что у этого ребенка обязательно будет умственная отсталость, не надо. Вот если мы оставим его в таком состоянии, в каком у нас присутствует, то тогда можно будет бояться того, что он осваивать образовательную программу не будет. Так, дальше. Что такое психическое развитие? Ну, специалисты, педагоги знают, что это в первую очередь развитие психических процессов.
Ощущение, восприятие, память, внимание, мышление, воображение. Если у ребенка по возрасту эти психические процессы не формируются, и мы не можем наблюдать его развитие, психические процессы, значит, опять-таки, нужно бить тревогу. Что сделать с ребенком, как организовать среду вокруг него, каких специалистов подключить к тому, чтобы ребенку помогали. Так. Причины возникновения задержки психического развития, они разнообразны. Это и вредности во время беременности женщины, это и проблемы во время родов. Это причины достаточно уже известные, и они разнообразны. Кроме причин, связанных со здоровьем, с физическим здоровьем ребенка, есть еще и наследственные факторы, которые тоже могут привести к возникновению задержки психического развития. Сегодня мы не будем очень много говорить разных терминов по поводу того, какие виды ЗПР бывают. Наша задача подвести наших слушателей к тому, что первый-то шаг какой нужно сделать, когда у ребенка есть задержка психического развития. Здесь же к этим причинам могут быть отнесены неправильное воспитание семейное, и это не обязательно запущенность ребенка. Тут тоже может быть гиперопека. Родился ребенок с какими-то серьезными хроническими заболеваниями, с проблемами физическим развитием, и когда вся семья пытается делать за ребенка все, когда ребенок растет в условиях гиперопеки, мы тоже с вами можем прийти в конечном итоге к задержке психического развития. То есть вот такой маленький царек будет сидеть на троне, за него будут все делать, а развитие – это деятельность. Тогда, когда мы с вами включаем ребенка в определенную деятельность. А когда все за него делаем, на сегодняшний день у нас много таких гаджетов, которые позволяют ребенку ничего не делать. Давайте вспомним самое ближайшее прошлое, когда у нас были крючки, когда у нас были пуговицы, когда у нас были замки, и ребенок вынужденный работать с этими предметами просто-напросто, потому что нужно было одеться и выйти на улицу. Сегодня у нас этих предметов нет. У нас практически исчезли из нашего быта пуговицы. А вспоминайте, как много было тренажеров ручных на развитие мелкой моторики, связанные с пуговицами. Это ведь очень серьезно. Нужно было маленькому ребенку, мы учили застегивать вот такую большую пуговицу, а чем старше ребенок, тем пуговицы становятся все меньше и меньше и меньше. Сегодня мы очень много говорим о развитии мелкой моторики, но при этом меня удивляет, мамы молодые перестали детям чашку давать. А чашка ведь ребенку дается с 8 месяцев. Мы обучаем ребенка держать чашку двумя руками в 8 месяцев. Мамы чашку не дают, потому что она не хочет, чтобы кругом была разлита жидкость. Она дает ему поильник. А для поильника не надо регулировать силу руки. Для поильника достаточно взять и попить, и опять реализовать все свои потребности, независимо от того, думает ребенок, не думает, как ему действовать. Вы знаете, меня удивила такая информация, что если ребенок в 6 месяцев потянулся к игрушке, которую мы положили перед ним, то проблем с письмом у этого ребенка не будет. Потому что это зона актуального развития для формирования у него в будущем графомоторных навыков. Вот очень взаимосвязано все с ранним детством. Нам надо быть очень внимательными. Если мы не хотим такого диагноза, как задержка психического развития, мы должны с вами еще вспомнить положение Выгодского о первичном дефекте и вторичном. Да, вот эти причины могут вызвать у ребенка какие-то ограничения по здоровью. Но если мы ничего с ребенком не будем делать и оставим его в таком состоянии, то у него разовьются вторичные признаки нарушения развития. А впоследствии он будет испытывать серьезные трудности в школьном обучении. Те проблемы, которые у вашего ребенка, если вот из перечисленных есть, нужно определиться, а что, собственно говоря, вам делать, какой первый шаг вам совершить, чтобы компенсировать эти нарушения. Посмотрите, если у ребенка в первые годы его жизни возникли какие-то проблемы, а мы на это не обращаем внимания, мы говорим, все пройдет, все замечательно. Будем вспоминать дядю Ваню соседа,
Будем надеяться на то, что в 5 лет, вот я недавно, сейчас буквально на днях читала письмо мамы, в котором было написано, ну и что мой ребенок в 4 года не разговаривает, я его люблю, да любить-то его нужно, необходимо. Но нужно помнить о том, что он придет в школу, где учитель для всех учеников работает одинаково. И у него пока нет такой возможности, что для Вани он будет какие-то другие методы и приемы применять. А вот насколько мама в 4 года не сходила ни к одному специалисту, вот это уже ее, извините меня, вина. Она должна была узнать, почему в 4 года ребенок ее не разговаривает. Итак, те трудности, которые есть у ребенка до года, их надо однозначно выявить, их нужно определить и обговорить со специалистом. И получить у специалиста замечательные рекомендации. Вот как мы с вами можем определить, что у ребенка действительно есть проблемы с развитием психических процессов, и насколько мы можем говорить о том, что у него задержка психического развития. Это, конечно, снижение работоспособности. Нужно только помнить, что есть нормативные возрастные рамки. Ребенок до 3 лет работает продуктивно, целенаправленно, 5-7 минут, не более. И иногда родители приходят и говорят, вот наш ребенок, мы с ним работаем полчаса, час, он не может сидеть, он прыгает, наверное, у него СДВГ, нет у него никакого СДВГ, просто по возрастным нормам его продуктивная деятельность должна состоять не более 5-7 минут. А потом уже он должен быть свободен, потом можно снова вернуться к каким-то целенаправленным занятиям, но, во всяком случае, помните, что возрастные нормы такие. Ребенок до 4 лет активно занимается, продуктивно, целенаправленно, не более 10-15 минут. Ребенок 6 лет может заниматься 20-25 минут, и ребенок 7 лет до 30 минут. Причем мы с вами за это время должны провести и физкульт-минутку, и динамическую паузу, и гимнастику для глаз, и все что угодно. Нужно в первую очередь помнить о том, что сохранение здоровья, физического здоровья, это является залогом успеха его обучения, его развития. Итак, снижение работоспособности. Если вот в эти возрастные сроки ребенок не может выдержать, а есть такие дети, реально, что и 2 минуты не может отсидеть, тогда мы с вами должны помнить, что надо посмотреть, а те ли приемы мы применяем, которые... Ведь узнать красное и синее, квадратное и круглое, не обязательно нужно сидеть за столом. Можно ведь с ребенком и двигаться эти все проблемы. То есть познание окружающего мира может идти не обязательно за столом. И на прогулке, и когда вы сидите, обедаете. То есть все эти вопросы можно решать в повседневной деятельности, в бытовой деятельности. Так, узкий объем внимания. Во-первых, мы должны с вами помнить, что маленькие дети, они очень быстро переключаются с одного объекта на другой, и это для них является нормативным. Если ребенок не может достаточно долго, в объеме того времени, что я вам сказала, не может сосредоточить свое внимание на каком-то одном предмете, ничего страшного в этом нет. Это не обязательно признак того, что у него задержка психического развития. Может быть, просто-напросто и темперамент ребенка. У нас с вами очень активный ребенок. Не патологический, а просто очень активный ребенок. Так, недостаточность произвольной памяти. Я хочу сказать, что все психические процессы произвольные формируются у ребенка к 7 годам, а то и старше. У 7 лет, до 7 лет у нас в основном непроизвольные процессы, поэтому тот материал, который мы ребенку предлагаем, он должен быть ярким, он должен быть интересным, он должен быть занимательным. И самое главное, мы должны с вами принимать активное участие в тех действиях, в той деятельности, которой занимается ребенок. Отставание в развитии мышления. Вот когда у нас с вами в год ребенок не произносит 10 слов, а потом в 1,5 года он должен произносить 20 слов, а в 2 года 200-300, а в 3 года до 1000 слов, если этого не происходит, тогда у нас с вами и формируется это самое отставание в развитии мышления. Мыслим мы с вами словами, мыслим образами. Если у нас этих слов и образов недостаточно, значит и мышление будет отставать.
И я хочу сказать, что у нас еще у детей разное мышление. У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-действенное мышление, к 7 годам наглядно образное мышление, а потом уже вербальное логическое мышление. Ну, в основном-то мы с вами все равно мыслим наглядно-образное, в основном наглядно-образное мышление. Так вот, отставание в мышлении. Если у ребенка идет стойкая задержка речевого развития, следовательно, и будет отставание в развитии мышления. Одно зависит от другого. Дефекты звукопроизношения. Вы знаете, часто приходится взаимодействовать с родителями, которые говорят, что это вот так хорошо, ну, мы вот буквы учим, у нас ребеночку 2 года, у нас ребеночку 3 года, а мы звуки учим и хотим, чтобы у нас эти буквы учим, и мы хотим, чтобы в 3 года. Ну, во-первых, если у ребенка есть дефекты звукопроизношения, это, как правило, ребенок неправильно произносит свистящие и шипящие, вы ему показываете букву «ш», а эта буква для ребенка звучит и также звучит «с», и также звучит «ч». Как ребенок сможет выучить те самые буквы, которые вы ему предлагаете для изучения? Нужно вначале решить проблему звукопроизношения. Опять-таки есть возрастные нормы. Какой звук, когда ребенок должен произносить. Очень часто родители начинают беспокоиться, что в 3 года ребенок О, Р не произносит, имеет право до 5 лет. По возрастным нормам эти звуки О, Р могут быть нарушены у ребенка до 5 лет. Своеобразное поведение. Ну, вот представляете, ребенок пришел в детский сад. Если у него фрагментарное понимание обращенной речи, если мы с вами не научили выполнять его самые простые элементарные правила и понимать взрослого, если мы не научили ребенка просто понимать норму поведения, пусть даже это очень маленький ребенок, он все равно правила-то должен знать и знает. Как вы думаете, что будет происходить с его поведением? Естественно, агрессия. Естественно, он не будет принимать тех указаний, которые дает взрослый. Как думаете, он будет включаться продуктивно в деятельность, которую организует взрослый в детском саду? Да нет. А если он не будет в полном объеме включаться в эту деятельность, следовательно, у него опять мы с вами вернемся к таким словам, как задержка психического развития. В чем может проявляться своеобразие поведения? Это когда дети идут на занятия. Когда дети садятся на занятия, ребенок начинает кричать, начинает протестовать. Потому что он понимает, сейчас он будет себя чувствовать крайне дискомфортно. И поэтому он протестует против того, что его сажают на занятия. Поэтому он протестует против того, что ему предлагают какую-то игру для целенаправленной деятельности. Так, следующий момент – это бедный словарный запас. Я уже сказала, что мыслим мы с вами словами. И если наша деятельность объединена, если продуктивная деятельность ребенка крайне ограничена, если мы с вами стараемся за ребенка сделать все, что мы думаем, нам необходимо сделать, ну, это касается самого простого. Если ребенок в год должен самостоятельно, в год и 2 самостоятельно есть густую пищу, а мы за него и 3 года ложку ему в рот заносим. Если у нас ребенок в 1,5 года должен есть всю пищу, густую и жидкую, то есть вот в этой деятельности формируются и развиваются психические процессы. Когда идет самоконтроль, когда ребенок понимает, что надо правильно ложку держать, для того, чтобы из ложки все не вылилось, и для того, чтобы он донес до рта то, что он взял в тарелке. А когда мы за него все это делаем, ну так извините, у нас тогда с вами и будут вот эти страшные цифры задержка психического развития. Когда неправильное организованное пространство, неправильно организованное поведение ведет к тому, что ребенок не развивается. И я только что сказала, что вот тот самый самоконтроль. А если мы еще вспомним, что в 1,5 года ребенок должен надеть на голову шапочку, он должен надеть самостоятельно, подтянуть трусики,
самостоятельно подтянуть, надеть колготы, штаны. Давайте вспомним каждый тех детей, которые вместе с нами могут они это делать или не могут. В 2 года он практически снимает всю одежду, какая на нем. В 3 года он полностью раздевается, одевается. В 3 года взрослый может только помочь завязать и застегнуть. Все остальное ребенок должен делать сам. То, что я сейчас говорю, это имеет прямое отношение к школьному обучению. Потому что ребенок приходит в школу, там очень сложные движения, дифференцированные, очень мелкие движения во время письма. Там очень сложные дифференцированные движения во время чтения. Очень вещи, которые он должен научиться делать в 1 классе. И если он на сегодняшний день самостоятельно не одевается, я вас уверяю, он будет испытывать серьезные трудности при формировании, при обучении его письму и чтению. А мы-то с вами хотим, чтобы он был успешен. Итак, ограниченный запас общих сведений. Если у ребенка ограничен пассивный словарь, если у него не формируются понятийные представления об окружающем мире, то, естественно, сведения и запас об окружающем мире будет крайне скудный. А если это произойдет, значит, ребенок будет не в полной мере, не в полном объеме понимать, что вокруг него происходит и какие инструкции. Я предлагаю вам сейчас вот поиграть в такую замечательную игру. Так. Ну, давайте договоримся, что если мы с вами уж находимся сегодня на вебинаре, значит, ну, во всяком случае, мы все закончили школу, да, достаточно успешные. Вот я вам предлагаю посмотреть на этот листочек. У меня здесь нарисовано яблоко, мяч и, ну, что еще могу придумать? Яблоко, мяч и, ну, пусть будет шляпа. Вы можете определить сейчас, где яблоко, где мяч, а где шляпа? Наверное, нет. Вы мне скажете, Ольга Викторовна, вы что-то не то, не в ту сторону пошли. А я пошла в ту сторону. Вот так мы с вами предлагаем детям воспринимать тот материал, который мы изучаем. Чего у нас с вами сейчас не хватает? У нас не хватает информации. Если у нас ребенок имеет какие-то первичные причины для задержки психического развития, и мы ему говорим, вот найди, пожалуйста, здесь яблоко. Он может указать, что все это яблоко, потому что яблоко круглое. И у вас, людей, которые имеют образование, которые, я надеюсь, я уверена, достаточно креативны, с высоким интеллектом, вы тоже не сможете это сделать. Получается, у нас с вами задержка психического развития? Нет. У нас с вами недостаток информации. Когда мы работаем с ребенком с задержкой психического развития, у нас получается то же самое. Ребенок не получает достаточно информации. Потому что он не действовал с этими предметами. В его практической деятельности они отсутствовали. А сегодня вообще катастрофа, когда познание окружающего мира идет через гаджеты. Когда все плоскостное. Когда он не знает, а какое яблоко. Вот у меня был ребенок, который вообще основную массу знаний об окружающем мире получал через планшет. Его познакомились с собачкой на картинке на планшете. Тогда чем эта собачка, собственно говоря, отличается от картонной собачки, которую вот мы с вами вырежем и дадим ему для каких-то определенных целенаправленных действий? Я вот просто убеждена в том, что если мы хотим добра для наших детей, то надо у них забрать телефоны и забрать у них планшеты. И компьютер, может быть, надо оставить, но очень ограниченно. Просто потому, что они современные люди, они должны в этом ориентироваться. Так. Ну вот теперь скажите, пожалуйста, задержка психического развития. Да,
она может быть определена условиями рождения ребенка, но усугубляется она только поведением взрослых. Так. Когда ребенок не получает полных знаний, полного объема сведений о том предмете, который он изучает, у него нарушается восприятие. По восприятию, от восприятия в дальнейшем зависит и мышление, и запоминание, ну и тем более воображение. Мы сегодня с вами говорим про цвет и форму, потому что это наиболее зримые качества предметов, которые очень привлекательны для детей. И, собственно говоря, с этого, наверное, нужно начинать, с цвета и формы. Я не буду вам объяснять, вы сейчас можете прочитать про восприятие. Это психический процесс, который направлен на определение свойств и качеств определенного предмета, явления или живого объекта. Если у ребенка восприятие не формируется, а это ведущий процесс первого года жизни, второго года, в общем, до 3 лет он у нас, вспоминаете, что наши дети делают. Наши дети тянут все в рот, да, им потому что нужно понюхать, им нужно определить на вкус, есть ли вкус у этого предмета. Любимая игра наших детей — бросать. Они в этот момент изучают этот предмет, звук, какой производит предмет при падении, как далеко он может лететь. И он здесь проводит такую замечательную экспериментальную работу. То есть он будет учиться понимать от силы его броска, как далеко зависит полет этого предмета. И когда мы все это у ребенка забираем, потому что нам нужен порядок в комнате, мы перекрываем познавательные пути у ребенка. А потом жалуемся, что-то у нас ребенок-то плохо учится в школе и плохо читает, и плохо пишет. Так, я, наверное, открою для вас секрет. Мы сейчас с вами посмотрим. Посмотрите, какая замечательная информация. В возрасте 4 месяца ребенок выделяет, то есть он воспринимает красный, желтый, зеленый, синий. Он, конечно, не назовет это уж, безусловно, и не выберет, и не соотнесет, но он различает. Ребенок в возрасте даже более раннем, чем 4 месяца, может увидеть свою бутылочку, если она все время окрашена в какой-то определенный цвет. В этом же возрасте точно так же ребенок начинает узнавать контуры окружающего, контуры предметов, контуры своей бутылочки, узнает свою бутылочку по контурам и знает, что вот эта бутылочка приготовлена для него. В таком же точном возрасте. Смотрите. Есть замечательные советы психологов, если ребенок родился. Вот задаю вопрос. Вот ребенок родился. А когда он начинает видеть, слышать, ощущать холод, тепло, как взрослый человек? Ну, я думаю, что если бы мы сейчас с вами общались, вы бы мне назвали разный возраст. На 4-й день после рождения ребенок видит, слышит, ощущает тепло, холод, как взрослый человек. Следовательно, мы с вами, собственно говоря, с этого возраста можем начинать целенаправленно с ребенком работать. Есть замечательный метод, и он работает. В нашей семье он отработал здорово, мы удивлялись этому, но это действительно так. Когда развешиваются геометрические лист А4, вот такого размера, простая геометрическая форма, квадрат, круг, треугольник, черный на белом, а потом можно поменять на белые фигуры на черном, развешивается на уровне ребенка, вот там, где его взгляд может останавливаться, вот на этом уровне развешивается. Знаете, ребенок среагировал, ему было месяц. Он стал фиксировать взгляд на этих геометрических фигурах. И я думаю, что вот уже дифференциация геометрических фигур вот этого конкретного ребенка не вызовет затруднений. То есть он будет замечательно реагировать на геометрические фигуры. То же самое мы отработали с цветом с ребенком. У нас было 3 колокольчика
Один колокольчик был красный, они все звучали по-разному. И мы работали с ними, играли, слушали эти колокольчики. Через буквально 1,5 месяца, когда мы просили ребенка выделить красный колокольчик, давай послушаем красный колокольчик, реально ребенок взгляд свой останавливал на красном колокольчике. То есть, если ребенок даже родился с какими-то проблемами, и если у него действительно есть первичное нарушение, и мы с вами начнем с ним работать уже в раннем возрасте, то серьезных нарушений, серьезной задержки, я говорю о детях с задержкой психического развития, не тех, которые имеют серьезные органические поражения. И даже если мы с этими детьми начнем работать, то мы все равно получим хорошую динамику, лучше, чем то, если мы с ребенка будем ограждать от всяких и будем ждать, вот будет ему 3 года, тогда мы будем и буквы учить, и все что угодно. Нет, не 3 года, а сразу, пока вот он у нас родился, и после 4-го дня мы будем с ним работать. Так, особенности восприятия цвета. Посмотрите, почему мы сегодня говорим о детях раннего возраста. Потому что вот в этой последовательности мы и должны начинать работать с ребенком, независимо, сколько ему на сегодняшний день лет. Если у нас с вами ребенок 6-летний не знает цвет, не называет цвет, то начинаем работать по этой же схеме, как бы мы работали с ребенком раннего возраста. Начинаем с красного, оранжевого, желтого. Дальше зеленый, голубой, бежевый. Так, если у нас ребенок не получает вот этих самых цветовых витаминок, если мы с цветом не работаем, если мы вообще не озабочены тем, какая одежда вокруг ребенка, какие у него игрушки, то, вы знаете, посмотрите, ухудшение общего самочувствия, появление тревожности. Давайте вспомним, как наши дети чаще всего одеты, особенно. Но если ты мальчик, так вот твоя судьба ходить в коричневом, черном и сером. А если ты девочка, то твоя судьба будет все время в розовом. Давайте посмотрим, здесь вообще для восприятия розовый цвет есть маленького ребенка? Нет. Красный, оранжевый, желтый. Да, хочу предупредить, красный цвет, если его опять-таки будет очень много, то он может вызвать тревожность у ребенка и привести тоже к проявлению агрессии. Так, мне бы хотелось обратить ваше внимание вот на эту таблицу. Опять, сколько бы ребенку не было, какие бы проблемы у ребенка с познавательной сферой не были, но начинаем мы всегда с самого низа, с первой ступеньки. Вот она, первая ступенька. Это 6-8 месяцев до 3 лет. Ребенку цвет интересен, он его видит, но он пока не может его связать с предметом. Вспоминайте по методике, как мы обучаем ребенка цвету, знанию цвета. Мы говорим, желтое как солнышко, зеленое как травка. Но это уже 3-летнего ребенка. Ну, может быть, 2,5 года ребенку мы это можем говорить. Посмотрите, ребенок пока, вот мы с вами видели, 4 цвета выделяет, да? Преимущественно оттенки желтого, оранжевого, красного. Пока другого он не воспринимает. Я не говорю, не видит. Видит-то видит, но не воспринимает, не удивляет, не дифференцирует. Что делать должны взрослые? Они должны думать, какие яркие игрушки окружают ребенка. Ну, если это малыш, то это яркие погремушки, понятно. Нужно продумывать окружающую среду. Вы знаете, я хочу сказать, стратегия формирования инклюзивного образования, там отдельным пунктом идет продумывать окружающую среду, продумывать цвет, который окружает ребенка. И мы с вами, когда в нашем доме, должны очень внимательно относиться к тому, какие это будут обои или какой это будет цвет. Раз ребенок видит вот эти конкретно оттенки желтого, оранжевого, красного, наверное, и окружающий цвет, шторы и какие-то предметы мебели, если это, конечно, возможно, нужно приобретать вот этих оттенков. Тогда ребенку будет очень комфортно находиться в этих условиях. Следующий шаг – это 3-4 года.
Тут надо немножко еще, вот 6-8, по первому. У нас ребенок в год может выделять и может определять, может находить красный цвет. В 2 года это 2 контрастных цвета, красный и синий. Это мы обучаем ребенка дифференцировать эти цвета. Не сам он их выделяет, а мы их обучаем дифференцировать. В 3 года это 4 цвета, красный, зеленый, синий. Опять-таки, мы не просто ребенок их выделяет или дифференцирует, а мы обучаем. Тут нам совсем не обязательно, чтобы он ребенок называл, потому что он часто путает название цветов. Очень часто путают зеленый и синий цвет. Вот они просто слово путают. Когда мы даем ребенку задание на соотнесение по цвету, он выполняет его правильно. Когда мы даем ребенку задание «дай мне такой», то он выполняет это задание правильно. Значит, цвета он знает. Уже хорошо. Но подождите чуть-чуть, потом научится правильно называть. Если всегда вы, взрослый, всегда называет цвет того предмета, которым вы сейчас действуете вместе с ребенком, если вы надеваете колготы на ребенка красные, то вы говорите, что это красные колготы. Если вы надеваете белую шапочку, то вы говорите, что это белая шапочка. Если мы с вами сидим вместе с ребенком и готовим ужин, то мы ребенку обязательно говорим, что морковка оранжевая, а лук, если это зеленый лук, то он зеленый. Это очень несложно. Работая так с ребенком, мы с вами обогащаем его пассивный словарь, активный словарь. Кроме этого, мы с вами занимаемся лексико-грамматическими категориями. Мы обучаем ребенка правильно строить фразу, мы обучаем ребенка правильно соотносить прилагательное и существительное. В общем, мы развиваем речь. В обычной деятельности я хочу сказать, что Выгодский сказал, речь – это процесс, который у ребенка формируется до 12 лет в процессе совместной деятельности со взрослым. Развить речь независимо от деятельности невозможно. Вы сколько угодно вспомните того мальчика, который был на первом слайде. В таком состоянии ни один ребенок не запомнит ни одного слова. Никакой словарь не обогатится. Он будет, естественно, всегда проблемы формироваться. А вот когда ребенок вместе с вами кругом и занимается продуктивной деятельностью, вот только тогда формируется словарь, развивается мышление, развивается восприятие и все другие психические процессы. И тогда говорить о том, что у ребенка будет задержка психического процесса, ну, наверное, не придется. Или эти все проблемы будут менее сложными. Итак, посмотрите. Ребенок начинает в 3-4 года, его уже начинает интересовать цвет того предмета, который он держит. Он уже может выбрать, какую машинку надо. Девочка уже может выбрать, какой бантик ей хочется. Или какую заколку ей надо. Красную, розовую, там синюю, разноцветную, какую угодно. Ну и последний возраст, это 5-7 лет, когда, собственно говоря, заканчивается у нас с вами знакомство с цветом. И когда цвет перестает быть информативным, он начинает быть эстетической категорией. Ребенок начинает понимать, что если он будет использовать оранжевый, красную палитру, теплые цвета, то у него получится картина осенняя. А если он будет использовать холодные цвета, голубой, синий, то у него получится картина зимняя. То есть, опять-таки, мы с вами развиваем мыслительные процессы, мы развиваем психические процессы, развиваем своего ребенка. И здесь уже нужна специально организованная деятельность. Ну, конечно, не обязательно в 5 лет, а можно значительно раньше. Рисовать сегодня можно и с 6 месяцев. Но процесс должен быть, ребенок должен быть инициатором этой деятельности. И нужно создавать специальные условия, чтобы ребенок мог выбрать. Вы, наверное, сегодня слышали, сегодня в ГОС нами говорят, в группе должны быть созданы условия, чтобы ребенок сам выбирал себе деятельность. И эта деятельность формируется в процессе рисования, конструирования, знакомства с природой, произведения искусства и разноцветные игры. Разноцветные игры.
Так, ну, мы сейчас говорили про цвет, теперь давайте посмотрим на форму. Вспомните, уважаемые коллеги, наскальные рисунки. Там ведь не было цвета, да? Но там была форма. Наскальные рисунки древних людей, когда они изображали деятельность, которая, там, действия, которые происходили у них в их пещере, в их там, племени, да? Вспомните, цвета не было. Ну, во-первых, они жили в таких условиях, что не очень цвет нужен был. Как раз нужно было прятаться и использовать цвет. А вот форма уже была. Форма, как и цвет, это эмоционально воздействует на ребенка. Форма ребенку интересна, потому что у нас ребенок – это эмоциональное существо. Он вообще воспринимает окружающий мир эмоционально. И ему интересно, когда мы предоставляем ему возможность работать с геометрическими формами. Оказывается, вот прочитайте, здесь написано, что форма экрана стимулирует нас, смотрим мы этот фильм или смотрим мы эту картину или нет. Такой интересный факт, что помните, был момент, когда рисовали портреты в овалах, не в геометрической, не в прямоугольной или квадратной рамке, а портреты рисовали в овалах. Это делали для того, чтобы отвлечь смотрящего, зрителя от углов. Оказывается, самую главную эмоциональную нагрузку несут углы. Вспомните, куда ребенка ставят, когда его наказывают? В угол. Потому что угол – это концентрация эмоций. Вот и чтобы встал в угол и почувствовал, как он неправильно себя ведет. Поэтому, если мы хотим как-то переключить, мы должны заменить. Давайте вспомним, какая первая формообразующая линия, которой мы обучаем детей. Это круг. Вначале это пятно, а потом это круглая форма. Обучаем ребенка рисовать круглую форму. И реально, опять-таки, вот из того, что у нас происходит дома, ребенок двухлетний, она называет круглые, она выделяет круглые и соотносит круглые предметы. Причем на уровне большое круглое и маленькое круглое. Так. Если мы обучаем наших детей дифференцировать и цвет, и форму, мы выводим ребенка из состояния дискомфорта. Опять вспомните того мальчика. Научить можно только ребенка, который находится в состоянии эмоционального комфорта, в состоянии благополучия, в состоянии радости. Умный будет только тот, кто испытывает чувство радости. По-другому не бывает. Если ребенок чувствует дискомфорт, если он чувствует, что он не успешен, если он не понимает, что он не справляется, и у него не получается, а у остальных получается, он обучаться не будет. Он скажет, я это делать не буду. Так, вот так воспринимается форма у детей дошкольного возраста. До 3 лет он начинает распознавать, я вам уже сказала, круглое, квадратное. У нас там с вами по всем программам идет круг, квадратик, шарик, кубик. Называет форму в условиях обучения. Пока сам называть он не будет, но если мы с ним работаем, играем на занятиях, он ее, конечно, он может узнать эту форму, эти простые формы, уже независимо от того, есть ли зрительный контроль. Начинаем играть в чудесный мешочек, начинаем прятать под салфеткой. И здесь у нас самые простые, почтовый ящик, простые фигуры, когда ребенок находит очень простые кружочки, квадратики. Итак, сенсорное восприятие формы предметов в 4 года. Опять-таки и на ощупь, и по описанию, и 5-6 лет. Мы здесь, система заключается в том, что мы обучаем ребенка понимать, что все круглые предметы, они катаются, у них нет углов. Да? А у квадратных и прямоугольных фигур
есть углы, и эти фигуры прокатывать нельзя. Так, и мы обучаем в этом возрасте детей находить геометрическую форму, геометрические особенности в бытовых предметах. Тут он уже делает вот это и будет показатель того, что ребенок мыслит. Когда он научился дифференцировать, когда он научился выделять геометрическую форму в предмете, когда он научился из геометрической формы делать предмет самый простой, мы с вами можем сказать, что у ребенка с мышлением все в порядке, все нормально. И этот ребенок испытывает трудности в обучении письму и в обучении чтению, особых трудностей испытывать не будет. Так, способов очень сегодня много. Как обучить ребенка дифференцировать цвет, как видеть цвет, как форму видеть. Ну и, конечно, у нас с вами ведущая деятельность в дошкольном возрасте – это дидактическая игра. Про дидактическую игру я хочу сказать несколько слов. Сегодня сборников по играм, различных дидактических материалов, индивидуальных тетрадей, рабочих тетрадей, в которых столько много разных предложений, но все-таки игра остается ведущей деятельностью. Родители очень часто говорят, у нас у ребенка каких только лото нет, каких только игр нет, но он в них не играет. А он и не будет в них играть, потому что для того, чтобы играть, нужен партнер. Без партнера в эти игры я играть не буду. Я не могу, мне нужен партнер. И нужно игровое действие. Игра – это не то, что лежит в коробочке, а игра, когда мы добиваемся какой-то цели. Когда у нас цель есть, кто правильно сделает и победит. Когда у нас есть цель зайчику помочь разобраться. Когда у нас есть цель исправить ошибки, которые сделали мама или папа, и победить опять. То есть нужно игровое действие. Вы добиваетесь какой-то цели. Вы не говорите ребенку, что мы с тобой сегодня будем учить красное, синее, зеленое. Нет. Мы с тобой сегодня будем пирамидку складывать. И если я сложу пирамидку неправильно, будь добр, исправь мою ошибку. Или вот у нас две пирамидки, давай кто быстрее. Кто быстрее справится с этим заданием. А если у нас с тобой матрешка, то давай мы с тобой, опять-таки, вот у нас одна матрешка, мы сложили матрешку, одна матрешка осталась. А давай поможем найти этой матрешке ее домик. То есть игра – это не коробочка. Игра – это игровое действие, это игровая цель, игровые действия, и игровые приемы, которые мы с вами используем. На сегодняшний день огромное количество разных игр и пособий дидактических, которые мы с вами можем использовать, с которыми может действовать ребенок. Давайте просто просмотрим, такой небольшой экскурс проведем, потому что нам предлагает. Конечно, бизиборды. Это просто гениальное пособие. Но опять-таки, один ребенок в бизиборд, ну, поиграет, пока ему это интересно. Интерес быстро пройдет. И вы приобрели ребенку такую дорогую вещь, а он в нее не играет. Вот вы знаете, видите, девочка стоит около металлофона. А если мы с тобой будем играть на металлофоне и петь песенку, или мы с тобой будем читать стихотворение. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапы. Если мы с вами счет подключим, обучение счету здесь, то есть включить надо какой-то еще познавательный материал, который будет работать на бизиборде. Бизиборды сегодня есть для девочек отдельно, для мальчиков отдельно. Есть тематические бизиборды. Есть бизиборды, которые помогают ребенку выучить сказку какую-то, познакомить с лесными жителями. То есть огромное количество бизибордов, огромное, совершенно огромное, безбрежное количество, которых можно приобрести. И мягкие бизиборды, и объемные бизиборды, каких только нет. Ну, явно вам помогут решить многие проблемы с развитием ребенка. Смотрите, какое замечательное пособие.
Это пяльца, просто натянуты различные кусочки ткани или какого-то пластика. И вот оно на стене, где ребенок подходит совершенно свободно, трогает эти все предметы. Они, опять-таки, посмотрите, они яркие, красивые. И просто тактильное ощущение у ребенка развивается, формируется. Он учится сравнивать. А раз он сравнивает, значит, у него развивается восприятие, мы с вами сказали. А дальше мыслительный процесс. А дальше память. Дальше школьное обучение. Причем, опять, тут можно связать все эти предметы, связать всю эту работу с развитием речи, с чтением стихов, со счетом. Ну, в конце концов, сделайте эти визиборды, вот эти вот пяльца, а потом, после 3 лет, если сильно хотите обучать чтению, вот сюда вы можете приклеить буквы. А потом построить эти пособия так, чтобы ребенок смог прочитать слово, которое вы задумали. Или выделить, найти те буквы, которые входят, положим, в слово «маг». Так. Ну, вот эти игры сегодня... Родители очень часто говорят, ну, покупаем, все это лежит грузом. Я могу вам предложить это не покупать. Это все можно сегодня сделать. Вот эти замечательные пробочки у детских пюре, из которых, которые являются, кстати сказать, конструктором. Из этих пробочек можно строить. Мы строим цветочки, мы строим дом, мы строим дорогу, мы строим елочку, в общем, все что угодно. Кораблик можно из них строить. Наберите целую кучу, целый пакет этих пробочек. Самое главное, они цветные, они очень привлекательные, они разные на ощупь. Есть рифленые, есть гладкие. В общем, эти пробочки абсолютно гениальное изобретение. Дальше, поскольку это детское питание, значит, эти пробочки совершенно безвредны. А у нас первый вопрос игрушки, которые мы покупаем, это вопрос безопасности. Они безвред... Ребенок может взять в рот, но надо смотреть, чтобы совсем не заглотил пробочку. Вот. Дальше вы сегодня можете использовать замечательная вещь, втулки от фольги, от пергаментной бумаги. Они жесткие, опять связаны с питанием, их можно раскрасить, можно обвязать ленточками. У вас одна втулка будет обвязана красной ленточкой, другая синей ленточкой. А если вы еще сделаете дырочки, из которых надо вытаскивать эти ленточки, и вот вам и мелкая моторика будет подключена, и дифференциация цвета. И в любом возрасте. Если у нас ребенок не запоминает цвет, в 6 и в 7 лет это все можно использовать в этом возрасте. Так. Очень простая игра. Заплатки. Да? Может сделать любая мама, любая бабушка, любой папа. Кроме того, что вы здесь обучаете ребенка в форме, вы еще и расширяете его активный словарь, называя предметы одежды. Так. Ну, это очень простая и довольно известная игрушка. Здесь не только цвет. Мы с вами обучаем цвету. Здесь мы с вами опять можем использовать цифры, мы можем использовать буквы, мы можем использовать счет. У одного ежика будет 2 прищепки, у другого ежика будет 5 прищепок. У кого больше, кому надо добавить, каких прищепки мы будем добавлять. Желтые или оранжевые. В общем, надо приложить только фантазию, воображение. Ну, это обычный поролон, обычные пуговицы, обычные кусочки ткани, обычные кусочки фольги. То есть это все бюджетный вариант. Посмотрите, наверное, из какой-то тряпочки, которая уже не нужна, вырезали, и ребенок занимается. Не только занимается тем, что он изучает цвет, а он еще и творчеством занимается. Он еще придумывает рисунок, который нужно выложить на этом коврике. Ну, это уж вообще проще простого. Фасоль, семечки, горох, ракушки, пуговицы.
Смотрите, как замечательно. Очень аккуратно. Это в пробки от бутылок. Туда внутрь приклеены эти же самые крупы. Приклеены. И мы с вами, ребенок соотносит, подбирает нужную пробочку. Да, если еще по цвету все сделать, то здесь будет еще цвет. Я заканчиваю. Так, вот резиночек таких у девочек тоже очень много. Эти пальчики, они отгибаются, и можно надеть туда любую резиночку. Здесь еще и мелкая моторика, потому что резиночка нужно иногда приложить определенные усилия для того, чтобы выполнить это задание. Так, ну, это совершенно гениальное изобретение психологов. Называется «Сухой дождь». Как правило, такие пособия делают в детских садах, но там, где много детей. Но если вы это сделали для вашего ребенка, а тем более ребенка с проблемами поведенческими, с проблемами для ребенка СДВГ, вот такой сухой, там внутри тоже ленточки разноцветные. Туда ребенок заходит, он просто перебирает эти ленточки. Я вам говорю, правда, серьезно, из практики своей педагогической, знаю, они моментально там успокаиваются. А если вы еще подвесите туда какие-то предметы, которые надо найти, надо определить, если он в мешочке будет. Это будет, мало того, что это будет приятно, это будет еще и познавательно. А потом, когда вы начнете буквы, там будете подвешивать буквы, а если вы туда спрячетесь с ребенком и будете какую-то сказку ему рассказывать, недаром там мягкие подушки лежат. Тогда не надо его, вы туда спрячетесь, и он к вам придет с ним и успокаиваться, и общаться. Это вещь колоссальная. Так, ну и пока я заканчиваю, сегодня литературы и для педагогов, и для родителей очень много. Мне очень нравятся вот эти книжки с наклейками. Есть еще и наклейки многоразовые, когда можно картину, которую ребенок составляет, менять. Причем они действительно очень красочные, очень яркие, очень привлекательные для ребенка. И опять-таки включается деятельность ребенка. Он делает это сам. Хотя я знаю, что и взрослым бывает очень интересно во все это поиграть. Уважаемые слушатели, с кем мы сегодня общаемся, моя задача была сегодня не столько дать вам теоретической информации о понятии задержка психического развития, сколько сказать о том, что как бы серьезно и страшно не звучали эти слова, есть выход. Выход есть, но нужно очень много и серьезно, и бывает очень долго работать. И начинать эту работу. Сегодня вообще это задача планетарного значения. Раннее выявление детей с патологией и раннее психолого-педагогическое сопровождение. И никто более ранним сопровождающим для ребенка, кроме его родителей, не будет. Просто нужно всегда вовремя озаботиться, что с моим ребенком не так. Критерии оценки психического здоровья, психомоторного здоровья, психоречевого здоровья есть. С ними можно познакомиться и у педагогов, и у медиков. Они есть. Кроме того, если у вас возникают какие-то проблемы, вы можете обратиться к нам в ресурсный центр. К нам в основном обращаются люди, у кого дети старше 4 лет или старше 3 лет. Мы приглашаем всех от 0. И попробуем вместе с вами определить проблему ребенка, и попробуем вместе с вами помочь ребенку выбраться из этого. Выгодский нам сказал, что решать проблему здоровья нужно тогда, когда есть первичное нарушение. И не ждать, когда они перерастут во вторичные нарушения. И коррегировать и исправлять их будет труднее и сложнее. А на этом наша с вами встреча заканчивается. Всего доброго. До свидания.